В эпоху пандемии на главную праздничную службу вход только в маске. Правила строго соблюдают. Пусть и с ковидными ограничениями, но литургия состоялась. И для всех, кто пришел в воссозданный собор, это уже счастье. Божья Матерь – это наша Богородица, наша Мать, которая нас покрывает, защищает и сохраняет от всех болезней. И поэтому, конечно, несмотря ни на что, я всегда приду на праздник Богородицы. Праздничную службу в воссозданном соборе Казанской иконы Божьей Матери лично провел глава Татарстанской митрополии Кирилл. У входа в храм владыку встречали прихожане и паломники. Для нас, для жителей Казани, вообще для тех, кто живет сегодня здесь, очень важно и трогательно, что именно с казанским образом Божьей Матери вот 400 лет тому назад совершилось такое великое и благословенное чудо. И наша страна сохранилась. Праздничное богослужение по случаю Дня Казанской иконы Божьей Матери сегодня проходит во всех храмах и монастырях республики. На эту службу в воссозданный собор приехали целыми семьями из разных регионов страны. Здесь особенное место, понимаете, когда здесь бываешь, то даже у часовенки стоишь, вот все просто за решеточку подержались, у всех на руках, на глазах слезы, руки дрожат. То есть у людей такое ощущение, что вот ты одной ногой на небе находишься, и несмотря на ветер, на холод, на какие-то невзгоды, у людей совершенно потрясающее душевное состояние. Мы очень рады, что мы смогли сюда попасть. И на самом деле нам экскурсовод сказал, что если бы был крестный ход, то мы бы сюда даже не зашли. По большим праздникам приходим, объединение семьи, приобщение малого поколения. До пандемии по случаю празднования Дня Казанской иконы совершали крестный ход по центральным улицам Казани. Сегодня малый крестный ход совершили на территории Богородицкого монастыря. По преданию, именно здесь в 1579 году и произошло явление чудотворного казанского образа. Ее почитание связано с личностями и с событиями российской истории. И прежде всего, это личность патриарха Ермогена, мученика и защитника Отечества нашего. Еще будучи здесь, на Казанской земле, простым священником, он первым описал чудеса, явленные от только что обретенного образа Пресвятой Богородицы. Воссозданный собор Казанской иконы в несколько раз больше Крестовоздвиженской церкви, в которой много лет хранился чудотворный список. Поэтому, несмотря на большое число верующих, тесно здесь не было никому. Юлия Гоголева, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.